верхняя часть бассейна реки Алдзга представляет собой троговые долины. Это те долины, которые сформировались в период Ледниковья. Река постоянно испытывала на себе воздействие угольного производства. Но строго проверяли нас за это, что если не соблюдали нормы загрязнения воды допустимые, если мы нарушали, нас наказывали. Это огромный карьер, в котором велась добыча, и его засыпать, закрыть не получается. Но со временем, естественно, его влияние будет снижаться. И снова стала подниматься лосось на нерест. Можно сказать, что Алдзга за последние годы отдохнула от человека, и это не может не радовать каждого жителя Кварчала. Кварчалская сатирическая быль, которую здесь старожилы передают из уст в уста, гласит, что один крестьянин по фамилии Аргун смастерил большое корыто для хозяйственных нужд и оставил его на время недалеко от берега реки Алдзга. Это не анекдот, это настоящее, что было. Вот здесь наверху, в ущелье, 800-900 литров, который помещается. Около речки этот корыто стояло, он еще не забрал, да. Речка вот такая, вот, бывает 4, 5, 6 метров поднимается, когда ливни, вот это все ущелье собирается в одном месте. Вот это корыто забрал, речка в сторону моря. А там в районе Беслогубы выбросила вода. Нашедший корыто ниже по течению, абхаз из села Баслах подлатал его и стал использовать по назначению. Между тем, хозяин счел нужным найти потерю и был вынужден судиться за свое имущество. Только природная смекалка помогла ему добиться справедливости. Если бы река унесла меня самого, неужели я тоже бы стал чужой собственностью, а не вернулся в отчий дом? Задал он свой решающий вопрос судье. В этой истории хорошо слышен природный юмор живущих на берегах Алдзги кварчалцев. И, конечно, она о своенравном характере реки Алдзга. Река Алдзга, или на старых картах она обозначена как Галицга, это одна из крупнейших рек Восточной Абхазии. Ее характерная особенность заключается в том, что при сравнительно небольшой протяженности, меньше 60 километров, она имеет очень большой перепад высот от истока до устья. Это больше 3 километров. И начальные участки ее характеризуются очень высоким уровнем скоростей, падения высот, большим количеством водопадов. У нее много притоков, и большая часть этих притоков практически непроходимые ущелья, потому что они представляют собой узкие, сложные для движения по ним ущелья. Река Алдзга образуется при слиянии рек Аюичква и Мызыквара. Длина реки Алдзга 58 километров. Ее питание ледниковое и дождевое. Со смотровой площадки над рекой Алдзга, где мы сейчас с вами находимся, открывается потрясающий вид на реку, мост и гору Лашкендар. Гора Лашкендар названа по имени находящегося на ее вершине одного из 7 главных святилищ Абхазии – Лашкендар-Неха. О происхождении названия реки Алдзга существует ряд теорий – греческая, грузинская, мигрельская и, собственно, абхазская.
Как рассказывает один из авторов автохтонной теории, академик Валерий Кварчия, слово «Алдзга» образуют два корня – «адзага» и «ал». Есть такое место в верховье реки, называется Алдзага. Адзага – это солончак. Ал – это ольховые, там ольховые леса слева и справа от Алдзги. И самое интересное, что там был брод, через которого переходили. Это была скотопрогонная дорога. Все села, практически прилегающие к левобережью, Бедия, Царча, все эти самурзганские, сегодня кочевские села, они ходили туда. Была специальная дорога, там же привальное место было. И поэтому со временем потихонечку вот это название этой местности, на мой взгляд, оно было переложено на название реки Алдзга. Слово Алдзага. Алдзага – это, значит, солончаки ольхового леса. Алдзга протекает по территориям Тхварчалского и Очимчирского района в Абхазии. На ее берегах, помимо Тхварчала и Очимчиры, расположены такие крупные села, как Губ, Акваскя, Пакващ, Баслах. В XIX веке эта река служила для разделения двух округов – Самурзакан и Абжуа. Глубокие ущелья верхнего течения реки Алдзга образованы горными ледниками у истоков горы Ходжал. Одно из главных отличий этой реки – длительное антропогенное воздействие. Речь идет о добыче угля в шахтах горного города Тхварчал в советский период и первые послевоенные годы. Начиная почти с 30-х годов прошлого века, река постоянно испытывала на себе воздействие угольного производства. И поэтому на протяжении десятилетий в нее попадало большое количество взвесей. Это касалось в первую очередь угля, мелкодисперсных материалов, которые происходили во время обогащения угля, его транспортировки, прокладки дорог, строительства шахт, выборки, материала из стволов шахт. Это все то, что Алдзга испытывала на себе. Существует два способа добычи угля. Это закрытый и открытый. И в разное время в Тхварчале добывали и закрытым, и открытым способом. То есть довоенное советское время закрытым шахтным, послевоенная турецкая фирма САШ разрабатывала на месторождении Джигет открытым способом. И тот способ, они несли экологическую угрозу Алдзге, потому что при добыче угля там образовываются отвалы, которые состоят из частиц некачественного угля, там, земли, глины. И все это поступало в Алдзгу, делало воду в Алдзге очень мутной. Она практически всегда была коричневого цвета и содержала очень большое количество взвешенных частиц. Вот. И все это несло угрозу не только самой реке Алдзга, но и прибрежной зоне города Очимчира, потому что Алдзга впадает в море в восточной части Очимчиры, и там всегда в устье образовывалось очень большое, расплывающееся мутное пятно, которое выносило Алдзга, взвешенных частиц. Вот. И там течение с востока на запад, и поэтому все эти мутные частицы, выносимые Алдзгой, они поступали на пляжи города Очимчира. А Очимчира, как мы знаем, это курортный город. Очистка происходила механическая, отстойники. На каждой шахте было по 2, где и 3 отстойников. И шахтную воду запускали в отстойник, оседала, а потом временами уголь оттуда, как по мере заполнения отстойников, уголь забирали оттуда. И вот таким образом только очищение. Но это процентов 50-60 помогало, так, чтобы там был, и химию применяли, чтобы быстрее, чтобы осела вот эта угольная пыль, содержащая в этой воде. Ну, вот только такая была очистка. Но при этом, как ни странно, Алдзга продолжала оставаться лососевой рекой.
В верховьях реки всегда жила достаточно большая популяция ручьевой форели. Этот факт объясняется довольно просто. Уголь не является химически опасным компонентом и даже в некоторой степени полезен для экосистемы. В период восстановления угольного производства, послевоенный период, в нижнем течении, на отдельных участках, где откладывался мелкодисперсный уголь, численность бентосных организмов, которые представляют собой обитателей дна речных русел, резко увеличилась численность ручейников, которые представляют собой основу питания очень многим рыбам. Но, конечно же, если брать в целом, конечно, производство угля, разработка открытого карьера Джигет, оно оказало отрицательное, негативное воздействие, потому что помимо остатков угля, производимого в процессе очистки и обогащения его, в Алзгу поступал огромный объем взвешенных частиц, которые формировались в процессе размыва открытого угольного карьера, который находился на высоте 1600 метров над уровнем моря. И ни частицы угля, ни взвешенные частицы, которые поступали в Алзгу, они не являются отравляющими. Вот, и поэтому жизнь в реке они не нарушали, но экологию нарушали и ухудшали качество обитания живых организмов в реке. То есть количество рыбы в реке уменьшилось в тот период. Но с того момента, как приостановили работу добывающую на месторождениях, то Алзга вот постепенно приходит в себя. И даже вот сегодня после дождя она имеет нормальный вид, а в обычную, когда погода постоянно хорошая и нет осадков, она прям кристально чистая, бирюзового цвета, и в ней снова появилась форель. А форель является индикатором чистой воды. Вот. И снова стала подниматься лосось на нерест. Недалеко от шахтерского поселка Акармара в Тхварчале расположены 3 водопада, пороги одной реки – Ахуцга, которая является горным притоком реки Алзга. Называются эти водопады ходжалскими, или же, как говорили в старину сами абхазы, Хуаджалпи Ацтыкнахапа. Первый водопад находится в 12 километрах от Тхварчала. Выше него еще 2 водопада. В окрестностях Тхварчала, около 5 километров от города, находится радоновый горячий ключ. Он расположен над самым обрывом реки Алзга. Целебные свойства этого ключа используют для лечения нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Радоновый ключ, который еще иногда называют Акармарским источником, по близко находящемуся к нему поселку Акармара, был открыт еще в дореволюционное время, а широкую известность приобрел уже в советский период. В доме отдыха «Радон» гостей готовы встречать почти круглый год. Уже в конце апреля, начале мая все путевки на летние месяцы здесь, как правило, раскуплены. В советское время, естественно, это получило новый виток развития. Был построен санаторий целый для проведения такого рода терапии. Имеет естественное происхождение. В принципе, экологически встроен в структуру реки, не наносит ей ущерб. И тот сток радоновый, который попадает в реку, он ввиду объема стока не так заметен с экологической точки зрения. Специально для Абхазского государственного центра экологического мониторинга мы берем свежие пробы воды реки Алзга. По инструкции лаборантов в таре не должно быть никаких посторонних примесей, поэтому я сначала тщательно полоскаю бутылку, а лишь потом наполняю ее доверху, до самого горлышка, чтобы не было попадания воздуха.
уже через несколько часов мы доставим эту пробу в лабораторию. Добрый день вам. Буквально спустя несколько часов после забора пробы передаем ее вам. Это река Алзга. Так, точно. В верхнем течении. В верхнем. Это выше Кварчала. это выше Кварчала, хорошо. Спустя пару дней мы вновь прибыли в Абхазский государственный центр экологического мониторинга, чтобы узнать о результатах нашего забора. По результатам гидрохимического анализа пробы воды, отобранной 2 дня назад из реки Галицга в верхнем течении, можно сказать, что эта вода является наичистейшей, практически чуть ли не дистиллированной, ультрапресной. По содержанию солей кальция и магния, то есть по жесткости она ультрамягкая. По сравнению с результатами анализов в прошлые годы, особенно в 2015 году, 2014, когда функционировало угольное производство по добыче угля, качество воды намного улучшилось. То есть взвешенных веществ практически нет, и по всем другим содержаниям, особенно железа, были отмечены года, когда же концентрация железа превышала предельно допустимую концентрацию. Результаты пробы воды, отобранные 2 дня назад, не замечено вообще концентрации железа. Если сравнивать с другими реками, то на сегодняшний момент можно сказать, что это самая пресная вода и чистая по содержанию всех элементов. Сегодня добыча угля на берегах Алзги уже в прошлом, и главная экологическая угроза исходит совсем не от разработки полезных ископаемых. Антропогенный фактор никуда не делся, только теперь он касается канализационных стоков Ткварчала и утилизации бытовых отходов. Конечно, Ткварчалскую свалку можно назвать способом их утилизации лишь условно. Канализационные сбросы и Ткварчалская свалка ставят под серьезную угрозу чистоту реки Алзга в ее нижнем течении. Есть 2 основные угрозы на данный момент. Это то, что в городе нет очистных сооружений. И все стоки города, они поступают в Алзгу. Это первое. И второе, мусорный полигон города Ткварчал, он расположен вдоль реки Алзга. И после паводков, когда вода поднимается, весь этот мусор уносится водой в реку, а потом, соответственно, и в море. Перед прошлой и перед этой администрацией постоянно мы ставим вопрос, но они говорят, что нет возможности сейчас перенести мусорный полигон в другое место. И как только будет возможность, это будет сделано. Я надеюсь, что это будет в ближайшее время. Мусорная свалка или полигон твердых бытовых отходов, который находится на надпойменной террасе. То есть при поднятии уровня реки, а поднятие уровня реки, максимальные уровни поднятия реки, которые регистрировались на реке Алзга, превышают 5 метров. То есть даже тогда, когда кажется, что это находится вне зоны досягаемости воды, но периодически происходят такие экстремальные паводки, которые могут повлечь за собой, смыв. Естественно, что это все увлекается в море и рано или поздно оказывается у нас, на берегах. А с учетом того, что Алзга впадает вблизи города Ачимчира, который все более и более включается в процесс туристический, рекреационный, то такое воздействие на пляжную зону является совершенно неэкологичным и абсолютно, неприемлемым. Другой проблемный аспект – это жидкие бытовые стоки города Ткварчал. На сегодняшний день очистные сооружения города Ткварчал, которые функционировали еще с советских времен, они не функционируют, поэтому даже при незначительном населении, значительно меньшем, нежели чем в советское время, все равно формируется некая часть жидких стоков, которые могут оказать негативное воздействие как на реку, так и предустевую зону
Алдзге в районе города Очимчира. Пластик – самый длительно разлагающийся и проблемный для экологии мусор. Его обязательная утилизация – часть не только правильной организации жилищно-коммунального хозяйства, но и туризма, который на Алдзге в последние годы приобретает все большую популярность. Один человек – это как минимум одна бутылка. То есть человек едет туда на целый день или на полдня, естественно, он где-то должен выпить и покушать. К сожалению, все реки класса средних рек, скажем так, как в литературе указывается, а Алдзга – это средняя река. Вот эти средние реки, они сегодня очень сильно загрязняются вот этими бытовыми отходами. Потому что бутылки, которые попадают в реку, они остаются на берегах. Река не обладает огромной мощностью, такой как Кодор или такой как Бзыбь. И в моменты, когда она резко поднимается и вода уходит, весь этот мусор переносится, и он остается также на берегах, выносится к морю, и это существенная проблема. Очень хотелось бы, чтобы в школах ввели для детей образование экологическое немножко, урок немножко, потому что самая главная большая проблема, я думаю, это вообще в Абхазии везде, это то, что наши люди не ценят нашу природу, то есть и мусор сбрасывают везде, где попало, как бы, вот куда ни глянь, душа болит. Вот даже где мы сейчас стоим, вот, везде. Вот, немножко нужно повысить уровень экологического воспитания. И я думаю, надо начинать это со школьников. Между тем, Алдзгу с уверенностью можно назвать рекой с самым большим количеством мостов в Абхазии. Они начинаются буквально с верховьев реки и заканчиваются у самого впадения ее в море. Железнодорожные, автомобильные, подвесные, мосты поистине уникальных форм, размеров и конструкций. Чего стоит один только железнодорожный мост над рекой Алдзга, который находится сразу под смотровой площадкой Рука в Тхорчале. Именно он был единственным в СССР мостом с изгибом. Когда-то между городами Тхорчал и Акармара оживленно двигались поезда и электрички. Рельсов здесь давно нет, но мост все так же исправно служит для редких автомобилей и пешеходов. Тут есть и железнодорожный, который возводился во время строительства железной дороги. Есть и современные мосты, это на объездных дорогах вокруг города Очимчир. И также есть целая сеть уникальных мостов, построенных для вывоза угля из открывшихся в начале прошлого века, шахт. Чем характерны вот эти мосты, они уникальные? Во-первых, они очень красивые архитектурно, арочные. И самое ценное в том, что когда их строили в те далекие времена, была сохранена полностью природа. То есть там нет срезков для удобства строительства. Все делалось вручную, может быть, по сегодняшним понятиям медленно, но очень качественно и хорошо. Сегодня эти мосты стали уже объектами туристических посещений, смотрят, фотографируются, радуются. Действительно, они по сегодняшний день могут даже выполнять ту функцию, которая была на них возможна для пропуска железнодорожного груженного транспорта. Дело в том, что тогда отсутствовало такое количество техники и такого уровня качества, что имеется сегодня. И в основном это был ручной труд. То есть существовал какой-то примитивный по тем временам современный бетонный узел, который давал бетон, делалось вручную опалку, и шло непрерывное бетонирование. То есть если начинали заливать фундаментом, то есть уже саму опору, эти арки, все круглосуточно, в любую погоду бетон заливался, чтобы не было разрыва и соединения. Армирование тоже было своеобразное, тогда практически не было рифленой, была гладкая арматура. Вот мы даже после войны восстанавливали Гумистинский мост, видели, там, разбирая взорванную часть, видели, как своеобразно, по-своему все это дело, что сегодняшние технологии таких уже не используются. Хотя соединение вот той же арматуры значительно больше прочности и запаса, чем то, что мы сегодня делаем. Мосты, построенные уже в советский период,
объездной дороги Очимчир, они уникальны тем, что впервые в Абхазии была использована железобетонная балка 32 и 33 метра. Вот. Вызывало там определенные трудности с транспортировкой, все, но при этом сокращалось количество опор, и этот мост был возведен и сегодня тоже функционирует. На истории возведения железнодорожного моста через Алзгу в районе Очимчиры Игорь Казанба остановился отдельно. Она оказалась сколь интересной, столь и трагичной. Его проектировал, строил в то времена и проектом, и строительством занимался один человек и нес за это ответственность. Знаменитый инженер Басов, который практически построил все железнодорожные металлические мосты и спроектировал на, так скажем, Черноморской железной дороге. Но мост через эту реку Алзга стал для него, к сожалению, неудачным. В ночь перед открытием моста он в своих расчетах нашел ошибку. Он там, в общем, сильно переживал. Это было, не знаю, он считал, что это непоправимое. Забравшись на пролет моста, покончил жизнь самоубийством. Около моста там находится его могила, очень большой памятник, но тот запас, который был вложен в конструкцию моста, все, в общем, он выдержал и на сегодняшний день, можно сказать, в технически исправном состоянии находится, хотя, к сожалению, сейчас не эксплуатируется, так как дальше железной дороги нету. Автомобильному мосту через реку Алзга в районе Очимчиры суждено было сыграть заметную роль в современной истории Абхазии. Именно здесь, на правом берегу моста, в июльские дни 1989 года, во время первого грузино-абхазского противостояния, на реке Алзга были остановлены многотысячные силы грузинских националистов-неформалов. Прорвись они дальше, то, как считают большинство современников, больших человеческих жертв было не избежать. Одним из первых, кто в те непростые дни взял на себя ответственность за судьбы сограждан, стал прокурор Очимчирского района Валерий Гурджио. Возглавив оборону моста, Валерий Тебович вскоре выдал абхазам оружие, которое хранилось на складе в Очимчире. Впоследствии за превышение должностных полномочий его осудили на 2 года лишения свободы. Но и сегодня, как в те дни, он считает, что просто исполнял свой служебный и гражданский долг. В обязанности прокурора входила и безопасность населения, и защита населения от всяких преступных иных проявлений. Это можно было говорить, что это и был и мой долг тоже. Защитить как бы жизнь, честь, достоинство человека и гражданина. Поэтому я исходил из этих тоже принципов. Своего долга служебного. Для меня самое главное было, чтобы люди не пострадали. Ведь если они прорвались бы в Тамышах, до 2000 людей стояли с тем, что топоры цалды держали в руках, а те вооруженные. Вот там кровавая бойня была бы, если мы пропустили бы их там. Надо было меньшим злом выходить было из этой ситуации. Я уже о себе не думал тогда. Попытались взорвать мост, не смогли взорвать. Арчельцы приехали, мост оказался более крепче, чем ожидалось. Бензовозы жгли на мосту, удерживали эту толпу. Потому что там они пригнали большие трактора и сметали эту машину с моста. Население, паника началась сильная, и люди рынули в сторону Очимчирского отдела, хотели забрать автоматическое оружие у милиции. Ну, как бы, чтобы не произошло ничего плохого, я их отвел от милиции, повел в банк, где огнестрельные стволы, охотничье оружие, раздал людям, патроны раздали, и все они пошли на баррикаду, там такая была возвышенность перед мостом, и вот они позиции заняли, обстреливали. Сколько человек было? Ну, я думаю, сейчас трудно, но минимум 500, 600, может и 1000 человек. Добыча полезных ископаемых в промышленных масштабах, в том числе добыча инертных материалов, в бассейне реки Алзга сегодня не ведется. В
то же время бассейн Алзги составляет почти 500 квадратных километров, что для средней по масштабам реки достаточно много. Ее жидкий годовой сток равен почти миллиарду кубометров. Такой значительный объем пресного стока тем более важен в наше время, когда ценность пресной воды на планете возрастает из года в год. Твердый сток Алзги, как рассказывает профессор Роман Дбар, также довольно значителен. Он способен формировать морские пляжи города Очимчира, однако в этом процессе есть явная неравномерность. Алзга является очень важным фактором формирования пляжной зоны. Но, к сожалению, этот материал перемещается на восточную сторону, и поэтому он практически едва только захватывает восточную окраину и пляжи города Очимчира. И поэтому, если взглянуть сегодня просто даже с набережной Очимчиры, посмотреть на пляжную зону, вы увидите резко выраженный дефицит пляжного материала. В отдельных местах он даже практически отсутствует. Молы, которые защищают фарватер Очимчирского порта, являются преградой, которые не дают возможности движения этого материала в сторону очимчирских пляжей. Море стало резать берега, которые расположены восточнее порта. И сегодня можно увидеть выраженные клифы, то есть обрывы высотой 4-5 метров, которые сформировались сравнительно недавно, за последние десятилетия. Там уже ушло в море несколько асфальтовых дорог, которые пролегали вдоль берега моря буквально за последние 25-30 лет. Это выраженный дефицит твердого материала, пляжеформирующего, пляжеобразующего материала. Потому что значительная часть этого материала уходит на восток от устья реки Алзга, а на западную часть, правую сторону, поступает очень небольшой объем. Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. Об этом гласит Библия. Река Алзга, как и другие водные артерии нашей страны, хранит в себе историю тысячелетий. Эти воды помнят расцвет и упадок цивилизаций и городов, нашествие средневековых вражеских полчищ и современную борьбу абхазов за свою свободу. И Алзга, как и сотни лет назад, по-прежнему бежит к морю, неся живительную влагу, ценность которой в современном мире не измерить ничем.